Уже более 20 лет эта подземка для казанцев служит своеобразным торговым центром. Поэтому и новость о том, что эти торговые павильоны могут демонтировать, многих огорчила. Однако со вчерашнего дня в силу вступило определение арбитражного суда республики о том, что все остается на своих местах. Арендатор у этих площадей один. Хозяева павильонов – субарендаторы. В январе появилось распоряжение мэрии. Все ларьки они должны убрать до 28 января самостоятельно. В противном случае ликвидируют принудительно. Договор аренды истек, объекты приняли статус незаконных. Собственник подал иск в суд. Определение, принятое арбитражным судом, пока приостанавливает распоряжение исполкома, но только на время. А пока казанцы, как и раньше, приезжают сюда за всех уголков столицы. Здесь, говорят, и букеты хорошие, и цены приемлемые. Для продавцов эти ларьки стали практически вторым домом. Альбина Зарипова уже 26 лет торгует на этом месте. Мы давно уже работаем с клиентами. Конечно, это место для нас очень дорого. Вот мне здесь нравится покупать, потому что букеты у них почему-то какие-то необычные. Видимо, очень талантливые продавцы. И вот мне еще нравится то, что когда меня цена немного не устраивает, то есть они всегда идут навстречу. Чего не делают в больших цветочных салонах, продавцы в подземке предполагают, они составляют реальную конкуренцию крупному бизнесу именно по цене. Торговые павильоны здесь работают с 1994 года. С тех пор поток покупателей только растет. Берут все, от транспортных карт до шапок и колготок. Летом вообще хорошо, туристы. Тут улица Баумана, туристы постоянно ходят и постоянно покупают. Я вот сюда, здесь покупаю что-нибудь интересненькое. Ну, вообще, здесь так недорого и доступно. Пришел мимо и купил. Сувениры в магазинчике отдельно открыты, там дороже чаще всего. Ну и как-то здесь, не знаю, привычнее. Согласно федеральному закону, исполком должен выставить площадь на аукцион. Тогда ее обладателем станет тот, кто предложит большую сумму. Но останутся ли здесь в таком случае нынешние предприниматели? Вопросов пока больше, чем ответов. Если появляются какие-то крупные сетевые, то мы с вами видим, как исчезают малый и средний бизнес. Вот, конечно, не хотелось бы, чтобы это происходило и в данной ситуации тоже. С планами исполкома арендатор не согласен. Судебные разбирательства продолжаются. Окончательную точку в этом деле должны поставить в Верховном суде. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ.